Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Марина Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона ведущий Светлана Антонова. На протяжении многих лет Федеральная служба судебных приставов проводит информационную акцию «Судебные приставы детям», главная цель которой – защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей, а также привлечение внимания общественности к этой теме. И в рамках этой акции накануне 1 июня мы решили встретиться с теми, кто по долгу службы ежедневно защищает права наших детей и отстаивает их законные интересы. Итак, гости нашей студии сегодня – заместитель начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха-Якутия, старший лейтенант внутренней службы Ольга Васильевна Артемьева. Добрый день. Здравствуйте. Прокурор отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Республики Саха-Якутия Индияна Максимовна Макарова. Здравствуйте. Всем здравствуйте. И заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России Якутская, полковник полиции Лена Степановна Иванова. Приветствуем вас. Всем добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радиота. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, Ольга Васильевна, первый вопрос я хотела бы задать вам. 1 июня, как мы говорили, в России отмечается День защиты наших детей. Что делает для защиты интересов нашего подрастающего поколения сотрудники вашего ведомства? Пожалуйста. Да. Еще раз здравствуйте. Поскольку тема сегодняшнего эфира защита прав несовершеннолетних, я вам немножко расскажу о порядке взыскания алиментов нашей службой. Да? В жизни всякое бывает, да, семьи разводятся, но в любом случае ребенок должен быть обеспечен всем необходимым, в том числе и получением алиментов, да? Угу. Получение алиментов, если, допустим, муж и жена разводятся, обращаются в суд за взысканием алиментов. В некоторых случаях отцы добровольно оплачивают алименты, к нам исполнительные документы не поступают, да? А когда уже на принудительное исполнение, к нам предъявляют исполнительные документы, судебные приставы исполнители возбуждают их и начинают принудительное взыскание, да? В текущем году, да, у нас на исполнении всего находилось более 7 тысяч производств. Именно взыскание алиментов на несовершеннолетних детей. Из них где-то поступило новые, да, около 2000 исполнительных производств. И на сегодняшний день остаток где-то более 5000 на исполнение, но это 5000, это не все производства, по которым вообще не оплачиваются алименты. Среди них есть исполнительные производства, по которым взыскание обращено на заработную плату, иные доходы должников. Либо там незначительные какие-то выплаты идут, или добровольно оплачивают алименты. Если должник не оплачивает денежные выплаты по суду, да, на ребенка, там уже идет ряд мер принудительного исполнения, да, в том числе обращение взыскания на денежные средства, на имущество должников, если оно имеется, да, привлечение должников к административной ответственности, и это уже как крайняя мера, да, идет привлечение сначала к административной ответственности. Если это их даже не побудило начать оплату алиментов, то возбуждается уголовное дело по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. И там уже назначается судом мера наказания в отношении должников. Угу. Действительно, алименты – это одна из самых социально значимых категорий взыскания, да? Так как речь идет о детях, которым требуется, конечно же, наша максимальная защита. А вот должники по алиментам – это в основном мужчины, наверное, да? Или женщины тоже есть среди них? Нет, женщины тоже есть. Угу. И причем не такая маленькая часть. Угу. А кто это? Женщины, которые должны платить алименты? Да, категория вот этих должников женщин по алиментам, да, они, как правило, лишены родительских прав. Ведут асоциальный образ жизни, нигде не работают. И в отношении них тоже применяются те же меры, которые я озвучила ранее. Привлечение к административной ответственности, временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, да. Но эта мера тоже достаточно такая, убедительная иногда бывает для должников, да.
Вот, недавно должник оплатил задолженность в размере 200 тысяч, зная, что он ограничен. До этого он не принимал особо меры, но вот эта данная мера его побудила как-то оплатить алименты. Ну и оплатил задолженность, обязался ежемесячно перечислять алименты, чтобы тоже не накапливать долги. Потому что были случаи, что задерживали на границе, пропадал отпуск, можно сказать, пропадали билеты, путевки, потому что долг был не оплачен. Но в данном случае мы увидели, что действительно человеку была необходимость, наверное, выехать, Да. и только после этого он решил исполнить свой долг. Да. Хорошо. А по достижении ребенком совершеннолетия алименты перестают взыскиваться, либо нет? Да, вот в исполнительных листах обычно пишут, да, взыскиваются алименты на несовершеннолетних до их совершеннолетия, это, то есть до 18 лет, да. Потом, если задолженность вся выплачена до 18 лет, алименты оплачивались, исполнительное производство оканчивается фактическим исполнением, долга нет. А если задолженность есть, судебный пристав-исполнитель рассчитывает задолженность. На дату совершеннолетия выносит постановление о расчете задолженности и выделяет его в отдельное исполнительное производство и продолжает работать теми же методами. А когда не действует на должника такая мера, как ограничение, например, выезда, да, о котором мы говорили, либо ограничение в пользовании водительским удостоверением, что еще может предпринять судебный пристав? Также как говорила, да, привлечение к административной ответственности по статье 535.1, часть 1, да, либо привлечение по 157 Уголовного кодекса. Либо, если вообще неизвестно место жительства должника, местонахождение его имущества, либо самого, да, объявляется исполнительский розыск. У нас в настоящее время где-то больше 600 должников в розыске находится. Это очень большая цифра. Да, потому что, неизвестно. Особенно в промышленных районах у нас, да, должники приезжают работать на вахту, временно проживают, потом куда-то пропадают, выезжают за пределы республики в неизвестном направлении, хотя регистрация у них там, допустим, у нас в республике. Вот с такими мы как раз и по ним объявляем розыск. А есть какие-то конкретные случаи, может быть, из жизни, да, когда люди обращались с такими заявлениями? К нам поступило заявление, взыскательница предъявила к нам исполнительный лист. Она сама, сказала, что место жительства его неизвестно. То есть есть место жительства, адрес, но он там не проживает. По ее сведениям, он выехал за пределы республики. И неизвестно он где находился. Поэтому сразу написала заявление на розыск. Сначала провели исполнительные действия, которые не привели, конечно, к успеху, потому что он не проживает, они нашли его. И объявили розыск. Там более расширенные полномочия есть у судебных приставов по розыску, да, и они его установили за пределами республики. Он там, оказывается, работал, проживал. В другом регионе. Да, и тогда в таком случае исполнительное производство передается в другое территориальное управление судебных приставов по месту нахождения должника, и там тоже так же исполняется. И таким образом средства были взысканы? Нет, средства не были взысканы, да, но он работал, направлен по месту работы, и там будут удерживаться. Не полностью сумма, но будет удерживаться, да. И потом я хотела еще отметить, да, по розыску иногда не находят должников. Да. Если длительное время не находят, взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением о признании его безвестно отсутствующим. Это, конечно, процедура не быстрая, да, там суд не быстро это принимает решение, но если дойдет до конца, то там она будет получать какие-то пособия. А сколько лет должно пройти, например, чтобы человека действительно признать? Больше года точно. Безвестно отсутствующим. Нет, это в розыске, если он находился больше года, да, они вправе обратиться в суд. Хорошо. А если должник был направлен в зону СВО, то каким образом, например, алименты будут удерживаться из его дохода? Такой актуальный вопрос. Да, судебный пристав-исполнитель. У нас по должникам, которые мобилизованы на СВО, да, по исполнительным производствам, кроме алиментов и взыскания ущерба в связи со смертью кормильца, да, они приостанавливаются. Категория исполнительных производств алименты и ущерб в связи с потерей кормильца не приостанавливается. По алиментам направляется постановление об удержании
с доходов и в Минобороны. Мгм. Взыскатели, в принципе, вправе сами тоже направить. Заявление По в закону, да, Минобороны. имеют право направить. Ага. Мгм. Ольга Васильевна, а вот какие еще категории производств, которые связаны с правами несовершеннолетних, ведутся вот в вашей службе? У нас не только алименты есть в пользу, да, которые затрагивают интересы несовершеннолетних, да. Это категория предоставления жилья в пользу детей-сирот. Там они, конечно же, совершеннолетние, но все равно, да. Мы их туда тоже включаем. У нас на исполнении находилось 244 исполнительных производства с начала года о предоставлении жилья детям-сиротам, да. Из них окончено 67, в том числе фактическим исполнением 61. В принципе, вот эти все должники, да, взыскатели, 244, да, они все включены в программу. Мгм. Может быть, не на этот год, но на следующий точно. Ага. А как отвечаете по унаследованным долгам? Есть еще такая категория? Да. Мгм. По унаследованным долгам только правопреемство получается, замена должника, да, его правопреемником. Это происходит только в судебном порядке. В суд обращаются. Мгм. Хорошо, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 11 66, и вы можете позвонить к нам в студию и получить ответы на свои вопросы. Ну что ж, теперь мы переходим к Лене Степановне. Расскажите, пожалуйста, чем занимается отдел ПДН в полиции? Добрый день. Инспектор по делам несовершеннолетних – это очень такой уникальный, будем говорить, специалист, потому что, во-первых, инспектор ПДН работает с детьми в первую очередь. И он одновременно и психолог, юрист, и педагог. Потому что, сталкиваясь с детским населением, там есть свои нюансы, свои особенности. И, конечно, на сегодняшний очень важная у нас социальная задача – это поиск методов снижения преступности среди несовершеннолетних. Если перейти к статистике, у нас на сегодняшний день 91 тысяча детского населения в городе Якутске и со всеми пригородами, и в том числе с Жатаем, с городским округом Жатай, да. И это с момента рождения и до 17 лет. С той категории, которую как раз работает инспектор ПДН. Сегодня, в настоящее время, мы работаем и со всеми школами. У нас школ 68. Это 53 школы подведомственного управления образования города Якутска, 13 школ подведомственного Министерства образования города Якутска, Министерство образования Республики Саха-Якутия, извиняюсь. И 2 школы – это Жатайский городской округ. Около 70 детских садов. И имейте в виду, что у нас в высших учебных заведениях тоже есть несовершеннолетние. Это примерно 1-2 курс. Среднепрофессиональное образование, образовательные учреждения тоже имеют несовершеннолетних. То есть, получается, очень широкий спектр. Да, очень широкий спектр. Еще мы здесь не учитываем, которые у нас приезжие, которые у нас есть мигранты, есть дети, которые у нас приезжают, то есть переезжают семьи вместе с детьми в город Якутск. Тоже мигрирующие, будем так говорить, семьи. Это тоже надо учитывать. Их у нас здесь очень большое количество. Естественно, инспектор ПДН, он не только предотвращает, будем так говорить, противоправные какие-то деяния, которые у нас совершают несовершеннолетние, но и выезжает на все семейные скандалы, будем так говорить, разборки, да. Все это очень бывает нелегко, потому что действительно там такая картина, которую на словах и не расскажешь. То, что видят инспектора ПДН. И при семейных скандалах и там, если происходят какие-то действия, как злоупотребление алкоголем, и там присутствуют дети, то это происходит отбирание детей. Естественно, здесь мы вызываем орган опеки и попечительства
В городе Якутске это орган опеки по учредительной окружной администрации города Якутска. И детей помещают в реабилитационные центры, которые, можно сказать, это дом малютки и реабилитационный центр, который у нас находится на Маганском тракте, и филиал Петра Алексеева. Хорошо, у нас телефонный звонок. Давайте его послушаем. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. У меня решение суда. Могу ли я сразу напрямую подать вместо работы бывшего мужа? Я знаю, где он работает, минуя службу судебных приставов. Это к вам вопрос. Да, я уже говорила, да, что взыскатель вправе по периодическим платежам предъявить исполнительный документ по месту работы должника. Обязательно надо указать реквизиты, на которые перечислять надо алименты удержанные, да, ну и сам исполнительный документ, оригинал и заявление. Хорошо, Лена Степановна, продолжаем, да, наш разговор. Можно ли говорить о том, что уровень преступности у нас снижается, либо он держится на одной отметке, уровень именно детской преступности? Ну, если взять по итогам 5 месяцев, оно у нас находится на уровне прошлого года. Как такового роста у нас нет пока. Будем надеяться, что это будет продолжаться, потому что идет очень большая профилактическая работа и со взрослым населением, будем говорить, и с детским, потому что все зависит, конечно, от семейного воспитания. Мы знаем, что с 2010 года у нас в городе был введен комендантский час для несовершеннолетних. Да? Вот что дала реализация этого закона? Ну, в России с 2009 года у нас действует комендантский час для детей в возрасте до 18 лет. Да? Он предусматривает запрет нахождения на улице и посещения различных мероприятий в ночное время без сопровождения взрослых. Общие правила у нас комендантского часа содержатся в федеральном законе от 24 июня 1998 года, это номером 124 ФЗ, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Кстати, здесь регионы могут смягчать. Да? У нас в республике запрет для несовершеннолетних на перемещение без сопровождения взрослых до 18 лет с 22 часов до 6 часов утра. С 1 июня по 31 августа это будет с 23 часов до 6 утра. Ну, это на основании закона Республики Саха-Якутия от 14 апреля 2010 года, как вы сказали, что вот с 2010 года в республике, да, на основании этого закона 529 о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Цель, конечно, введения такого комендантского часа – это в первую очередь защита прав и интересов детей, предотвращение несчастных случаев и вовлечение ребенка в противоправную деятельность. Вы, наверное, заметили, что у нас в городе Якутске периодически проходят такие оперативно-профилактические мероприятия, как ночной патруль. Здесь, конечно, мы с 22 часов до 4 утра у нас дежурят сотрудники полиции и, будем так говорить, вылавливают, осуществляют контроль и вылавливают нарушителей комендантского часа. А что ждет нарушителей комендантского часа? За нарушение комендантского часа у нас привлекают родителей, или законных представителей по части 1 статьи 5.35 КоАП, то есть Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа. В случае неоднократных фактов выявления несовершеннолетних в ночное время у нас без сопровождения родителей дети могут быть поставлены на профилактический учет. То есть, если несколько раз это повторяется. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И сегодня мы говорим о защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что сегодня у нас в студии находятся представители Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха-Якутия, прокуратуры Якутии и подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД. И тема нашего разговора накануне 1 июня – это защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радиота. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем говорить о работе ПДН, да, и мы знаем, что в Якутске работает Центр временного содержания несовершеннолетних, да, для чего он был создан в свое время и какие задачи выполняет на сегодня. Ну, Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Это точно так же, как у нас в Российской Федерации их несколько этих центров. Они были созданы с целью профилактики безнадзорности правонарушений детей и подростков. Законом определены основания и цели и категории лиц, которые могут быть помещены в эти центры. На основании федерального закона 24 июня 1999 года номером 120 ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Несовершеннолетние могут быть помещены в эти центры не более 48 часов, потом уже судом решается, насколько будет продление до 30 или до 15 суток его содержания. Наверное, многие думают, что это как тюрьма или что-то для детей. Mm-hmm. Да нет, это Центр временного содержания несовершеннолетних. Там, в принципе, все есть, но им ограничивают просто выход, будем так говорить, для свободного передвижения. Да, ограничивает свободный доступ. Угу. Вот. И на сегодняшний день я хочу сказать, что это для профилактических и воспитательных целей помещают туда несовершеннолетних, которые совершили какие-то противоправные действия. Угу. Но я думаю, что для детей это все равно имеет психологическое значение. Они, например, уже столкнутся с ограничением своей свободы. Уже это может сыграть в дальнейшем, я думаю, определяющее значение в том, как сложится их судьба, как они будут себя вести в дальнейшем. Да, конечно, потому что здесь их, во-первых, сопровождают на все мероприятия, если там есть выезд, допустим, если несовершеннолетние, это которые хотят трудоустроиться или куда-то поступить в эти высшие учебные заведения, центры занятости, трудоустройства или еще какие-то мероприятия, которые проводятся, и могут участвовать эти дети, их в сопровождении сотрудников они эти мероприятия посещают. Естественно, это есть такие ограничения, но для них это очень серьезно. Угу. Хорошо. У нас вновь телефонный звонок. Возьмите, пожалуйста, наушники в руки. Алло, добрый день, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. У меня вопрос Лене Степановне. Какие именно конкретно мероприятия были проведены в школах города Якутска? В смысле, какие мероприятия? Они ежемесячно у нас проходят. Это и лекционные мероприятия, это не только... для профилактики, я думаю. Да, для профилактики, естественно. У нас все сотрудники Межмуниципального управления МВД России Якутска участвуют во всех профилактических мероприятиях, которые проходят в школах. Это и лекции проводятся, и беседы с детьми, и какие-то конкретные мероприятия мы проводим и организовываем совместно с нашими социальными партнерами. Угу. Ну и, конечно же, говоря о проблеме предупреждения, да, мы знаем, что, конечно же, у детей у наших довольно много свободного времени, поэтому от того, как они проводят это время, да, я думаю, в дальнейшем зависит их физическое, психическое, духовное, эмоциональное развитие. Расскажите, пожалуйста, о досуге, который организуется инспекторами ПДН для наших несовершеннолетних, которые, например, состоят на учете. Это ведь дети, которые уже, можно сказать, одной ногой ступили на не очень хорошую дорогу. Ну, прежде чем приступить
будем так говорить, такому мероприятию, как летняя занятость. У нас сейчас вот идет такое большое будем мероприятие говорить. Это сюда подвязаны все субъекты профилактики. Это и комиссия по делам несовершеннолетних окружной администрации города Якутска, управление образования, управление социальной защиты, реабилитационные центры, Министерство труда и занятости, Министерство культуры и духовного развития республики, Министерство спорта республики. Мы с марта месяца сейчас вот как раз почти уже заканчиваем сверку всех наших подучетных лиц. Это не только, имейте в виду, что здесь занимаемся не только подучетными, а несовершеннолетними, но мы занимаемся родителями, которые стоят у нас на учете, и их дети тоже у нас охватываются полностью досугом и летней занятостью. На сегодняшний день Министерство культуры и духовного развития, у нас с ними совместный план. Мы посещаем почти все их мероприятия. С Министерством спорта у нас сейчас уже должно подписаться соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Я понимаю, что у нас все спортивные объекты Министерства спорта – это подготовка наших команд республики, но они на сегодняшний день готовы принять подучетных лиц несовершеннолетних и тех, которые у нас семьи, которые находятся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Вот. Так что это большая работа такая проводится. И еще, конечно, я так понимаю, это у нас ежегодно с нашим социальным партнером, с детским подростковым центром окружной администрации города Якутска с 1 июля начинается такое большое мероприятие, это летний позитив, где у нас проходит и дворовой футбол, и игры предков, велосипедные соревнования. И, конечно, это наш таежный герой. С прошлого года он стал республиканским. В этом году у нас будут уже участвовать 8 районов, в прошлом году было 5. И наши с отделов полиции, естественно, как всегда, будут готовить свои команды, которые будут соревноваться, и они будут защищать честь наших отделов полиции, подучетные лица. Здесь 50 на 50 у нас бывает, это и подучетные лица, и ребята, которые летней занятостью у нас занимаются в детском подростковом центре. Около 200 детей у нас должны принять участие в этом мероприятии. Должно быть охвачено. Да, должно быть охвачено. Хорошо. Ну что же, а теперь мы продолжаем наш разговор. И далее наш собеседник Индиана Максимовна. Давайте поговорим о том, насколько остро стоит проблема с жильем для наших детей-сирот и много ли их состоит в очереди на получение квартиры. Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели. На сегодняшний день в республике нуждаются в предоставлении жилых помещений более 1500 детей-сирот. В случае отсутствия жилья право на получение жилых помещений возникает у детей-сирот по достижении ими 18 лет, а также после окончания учебного заведения профессионального образования и по окончании прохождения военной службы по призыву. По общим правилам, детям-сиротам может быть предоставлено благоустроенное помещение, жилое помещение на основании договора найма. Но с 2022 года лица из числа детей-сирот, достигшие возраста, 23-летнего возраста, могут получить жилищный сертификат, за счет которого можно купить либо построить жилое помещение. Каков денежный эквивалент вот этого жилищного сертификата? В Якутии сумма сертификата формируется, исходя из расчета стоимости 33 квадратных метров жилого помещения. Например, если в городе Якутске средняя стоимость 1 квадратного метра установлена в 128 тысяч рублей, то сумма сертификата будет составлять более 4 миллионов рублей. То есть по каждому муниципальному образованию устанавливается отдельная стоимость квадратного метра, и, соответственно, сумма сертификата будет разная в зависимости от места выдачи, то есть получения. А какие преимущества есть у жилищного сертификата?
Ну, конечно же, основным преимуществом сертификата является возможность сделать самостоятельный выбор и приобрести подходящую недвижимость. Можно приобрести квартиру в новостройках, на вторичном рынке возможно приобретение жилья, либо возможно строительство индивидуального жилого дома в любом желаемом населенном пункте республики. Средствами сертификата можно оплатить только часть стоимости жилья за счет использования личных средств, то есть своих собственных средств, либо средств материнского капитала, либо, возможно, использование ипотечного кредита, таких льготных программ, как дальневосточная ипотека, либо ипотека для молодых семей. Также хочу отметить, что выбранное жилье должно соответствовать определенным требованиям, да? То есть многоквартирный дом он не должен быть признан аварийным, а жилье не должно принадлежать близким родственникам. Также в текущем году прокурорами проведены встречи с детьми-сиротами, 242 лицам вручены памятки о порядке получения данного сертификата. Из них 57 лиц изъявили возможность, точнее, желание воспользоваться данным инструментом. То есть я предполагаю, что это говорит о его востребованности, свидетельствует. О его некой популярности, да? Давайте все-таки напомним нашим родителям, самим детям или законным представителям, да, кто вообще формирует списки получателей сертификата. Такими полномочиями в настоящее время наделены органы местного самоуправления. Заявление о предоставлении выплаты, а также выдаче жилищного сертификата вы можете подать в орган местного самоуправления по месту вашего проживания. А какие условия должны быть соблюдены получателями сертификата? Условиями получения жилищных сертификатов, помимо возраста достижения 23 лет, является отсутствие неснятой или непогашенной судимости, также отсутствие любых видов зависимости и психических расстройств. То есть получатель сертификата не должен состоять на учете у врачей-психиатра, у врача-нарколога. Также следующим третьим условием получения сертификата является наличие постоянного места работы по трудовому договору или в качестве индивидуального предпринимателя, либо самозанятого на протяжении 1 года на момент направления заявления. Последнее указанное не касается женщин с детьми до 3 лет, а также граждан, которые не работают в связи с уходом за ребенком-инвалидом. Также право на выдачу, на получение данного сертификата имеют лица старше 23 лет, которые являются студентами очного отделения. Хорошо, вот такой вопрос поступил. Если, например, у человека есть жилое помещение, которое не соответствует санитарным нормам, да, непригодно для постоянного проживания, что делать в этом случае, спрашивают? В случае, если закрепленное за сиротой жилое помещение, да, не соответствует требованиям санитарных норм, требованиям технических норм и непригодно для постоянного проживания, то законный представитель ребенка-сироты, либо же орган опеки по своей инициативе может признать данное жилье непригодным для проживания, то есть установить факт невозможности проживания. В таком случае, в случае установления такого факта, ребенок включается в список детей-сирот, которые обеспечиваются жилыми помещениями на территории республики. И 18 лет уже имеет право на получение квартиры. Какие еще законопроекты прокуратуры республики приняты законодательным органом нашей республики? Касательно как раз-таки жилищного сертификата, в настоящее время Государственным собранием ЛТМ Республики Саха-Якутия рассматривается законопроект, который был внесен прокуратурой республики в качестве законодательной инициативы. То есть данный законопроект предлагает освободить участников специальной военной операции из числа детей-сирот от любых условий получения жилищного сертификата, будь то это, допустим, наличие трудового стажа. Так вот. Какие нарушения вообще выявляются в сфере лекарственного обеспечения несовершеннолетних лекарственными препаратами? В общем-то, еще одна такая социально значимая, мне кажется, проблема. По законопроектам, вот я не закончила, хотела еще вот уточнить, да, по инициативе прокуратуры республики в прошлом году в Земельный кодекс республики Саха-Якутии были внесены изменения, которые касаются предоставления многодетным семьям выплаты в размере 200 000 рублей взамен предоставления земельного участка.
В текущем году в государственном бюджете республики на эти цели предусмотрено 200 миллионов рублей. Данная выплата имеет целевое назначение и может быть предоставлена в случае улучшения жилищных условий. Например, в случае уплаты части первоначального взноса, части погашения основной суммы долга по ипотечному кредиту. Также данная выплата может быть предоставлена на подключение жилых домов к источникам теплоснабжения, включая подключение к сетям газоснабжения, к сетям электроснабжения, либо водоснабжения. И следующим основанием предоставления выплаты является приобретение земельного участка для строительства жилого дома. Так, чтобы получить данную выплату, гражданам необходимо обратиться в Управление социальной защиты по месту проживания с заявлением о предоставлении выплаты. Ну и мой следующий вопрос, он касается лекарственного обеспечения несовершеннолетних. Согласно действующему законодательству, да, дети до 3 лет, дети до 6 лет из многодетных семей, также дети-инвалиды и некоторые другие категории несовершеннолетних при определенных условиях имеют право на получение бесплатных лекарств. Прокурорами систематически пресекаются нарушения, которые в части необеспечения детей лекарственными препаратами. Так, по актам реагирования прокуратуры республики дети-инвалиды обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами. Например, ребенку 2012 года рождения предоставлен годовой запас препарата Пульмазим стоимостью 492 тысячи рублей. Также были защищены права детей, страдающих сахарным диабетом первого типа. По инициативе прокуратуры республики системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, и их расходные материалы были внесены в перечень медицинских изделий, которые отпускаются бесплатно по рецептам врачей. Так, в государственном бюджете республики на указанные мероприятия предусмотрен в этом году 31 миллион рублей. В настоящее время данными системами обеспечено более 70 детей. Обеспечение остальных детей находится на контроле. Хорошо, у нас остается буквально минутка до окончания нашего разговора. Я думаю, что у каждого из вас, наверное, есть небольшой повод обратиться к родителям, к самим детям, либо к их законным представителям в связи с предстоящим праздником 1 июня. Пожалуйста, Ольга Васильевна. Хотелось бы обратиться к нашим должникам, чтобы они, те, кто не оплачивает алименты, приступили к выполнению своих обязательств, да, так как ребенок нуждается в ежедневном обеспечении, да, ежедневном, ежемесячном. По обращениям, да, куда можно обратиться, я скажу в 2 словах, да. Посредством обращения сторон через личный кабинет на едином портале государственных услуг, в госуслугах, да, можно направить обращение почтовым путем направления обращения по адресу службы, отделения службы судебных приставов, а также путем помещения обращения в ящик для обращения у нас в каждом этом месте. Хорошо, мы поняли. Спасибо вам за очень актуальный разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сырглана Антонова. Всего самого доброго. До свидания.